Непрерывным потоком вода наконец-то льется и здесь, в квартире Аушевых. Залина неторопливо моет посуду на кухне, а в ванной работает стиральная машина. Однако так бывает не всегда. Проблемы с водой в 19-м доме 105-го массива длятся уже не первый месяц. Хозяйка квартиры была вынуждена покупать воду на собственные средства или дежурить около крана, так как воду подавали в разные промежутки дня и ночи. После обращения в мэрию, когда мы были в понедельник, после этого нам начали выдавать воду 2 часа ночью. Выдают воду где-то в обед. Или вот вчера у нас до 4 она была. Сейчас она идет. Не знаю, когда она отключится. А раньше времена мы ночью капельки собирали, 2-3 часа ушел. Сейчас вода есть. Как признается Залина, ее дали ночью, напор мощный, а вода идет без перебоев. Боясь повторения безводной ситуации, в доме буквально каждое ведро и тазик наполнены. Жители еще не уверены, что водоснабжение будет круглосуточным. Жильцы с данной проблемой обращались в разные инстанции, и, как выяснилось, перебои непосредственно в их многоквартирном доме имеют исключительно технический характер. По словам Абукара Гаракоева, в данном многоэтажном доме закуплено все необходимое оборудование. И сейчас они ждут мастеров, которые установят его и наладят подачу воды на всех этажах. Проблема из-за того, что полетел насос. Уже недели 2 из-за пандемии мы не смогли привести этот насос. Но сейчас этот насос доставили. Сегодня рабочие работали, поставили этот насос. Завтра уже в течение дня, уже к вечеру вода на все этажи поднимется. В данный момент вода поднимается до 5-го этажа, но ночью струйкой поднимается и до 9-го. Вся проблема была в насосе, но я думаю, до завтрашнего вечера в этом доме вода будет подача полностью. Подвоз воды в данном районе налажен на постоянной основе. Сегодня машина тоже здесь. Однако проблем с водоснабжением сегодня не было, поэтому водовоз поливает деревья и клумбы. В информационный отдел национальной телекомпании и в социальные сети поступали жалобы из Гамурзиева. По словам жителей, вода здесь тоже подается с перебоями. Для таких случаев администрация города наладила ее подвоз. Как удалось выяснить, проблемы с водоснабжением связаны с несколькими причинами. Для полного решения многолетней проблемы было закуплено новое насосное оборудование, питающееся от электричества. Поэтому отключение воды происходит синхронно с отключением электричества. Зависим от них. Из-за этого перебои с этой водой у нас. Вода у нас есть, насосы у нас стоят, но из-за перебоев, из-за электричества, из-за этого у нас все не поступает. И у нас сети очень старые, там порывы, там 2-й, 3-й, это тоже влияет на это. Зайдя в несколько дворов округа, проверив лично, льется ли вода из крана, мы удостоверились, вода есть. В последнее время ситуация с водоснабжением в регионе значительно улучшилась. Ремонт порывов труб происходит в кратчайшие сроки, а оборудование модернизируется. Будем и дальше следить за этой ситуацией, ведь полностью решить проблему воды по всему городу Назрань обещают до конца этой недели. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.